друзья, 13 октября ночью в российском городе Санкт-Петербурге полиция задержала граждан Таджикистана Рустама Назарова и Зарину Юнусову, обвинив их в нарушении миграционного режима. Задержанных отправили в камеру и незаконно отобрали у них 5-месячного сына Умарали Назарова, который на следующее утро умер по невыясненным причинам. Уже прошло так 2 недели, но точного ответа, от чего погиб Умар, до сих пор нету. Так же, как и нет арестованных по этому делу. Мы, граждане Республики Таджикистан, проживающие на территории США, собрались сегодня выразить свое соболезнование родным Умара, а также высказать свою озабоченность и недовольствие по поводу бездействия и халатности правоохранительных органов Российской Федерации. Umar Nazarov, the 5-month-old son of the Tajik migrant family, died on October 14th, a day after his parents were briefly detained for the allegedly violation of immigration rules. The police officer separated the child from the parents upon the arrest and didn't return him. When they were released 5 hours later, the parents, the police told the parents that the child was sent to the hospital for some problem. The child was healthy and didn't suffer from any illnesses, what the parents says in the news media. So we are here today for the justice of Umar. Justice for Umar! 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 Today, we, the citizens of the Republic of Tajikistan, would like to express our condolences to Nazarov's family and want to address the President of Russian Federation, Mr. Putin, to get involved in this injustice which happened to the family of Nazarovs. In addition, we want to ask the International Organization of Human Rights to take action against such inhuman behavior and human rights. Thank you. We want justice! 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 Смерть Умара Назарова – это трагедия каждого из нас. И ответственность за его смерть лежит на всех, кто сидит сложа руки и ничего не предпринимает. 2 недели! 2 недели уже как не выдают тело родителям. 2 недели уже как не могут найти людей, за которого погиб Умар. Неужели штаб людей, которые занимались арестом родителей, состоит из 2 миллионов человек? И среди этих 2 миллионов тяжело найти убийцу. Не сдавать своих – это, конечно, похвально. Но когда свой убийца – это уже аморально. Особенно аморально, когда этот убийца или убийцы занимают посты, которые решают судьбы людей. Аморально и опасно. Я считаю, наказать команду ФМС, которая занималась арестом родителей. Каждого. Это они запустили эту трагическую цепочку. Это была их вина, что они отдали ребенка в руки правоохранительным органам. По закону ребенка не имели права разделять от родителей, если его жизни не грозила опасность. Требую провести курсы по повышению квалификации для работников органов. Как эти люди вообще работают на таких должностях и нарушают законы, писанные для них? Граждане России, мы знаем, что нет плохих наций, есть плохие люди, и мы не осуждаем вас всех. Поймите, все, что идет по кругу, однажды возвратится и к вам. Поэтому давайте жить дружно, без нацизма. Мы все люди, и у нас у всех одинаковые права на эту жизнь в этом мире. Justice for Umar! 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 Justice for Umar!